В этом году исполняется 60 лет первому выходу человека в космос. Все мы знаем, что это был Юрий Гагарин. Знаем, что перед запуском он сказал «поехали». Какие еще факты об этом грандиозном событии хранятся в памяти современных людей? Игра «Квест. Стать космонавтом» позволяет посетителям мультимедийного парка «Россия. Моя история» почувствовать на собственной шкуре, каково это быть космонавтом нашего времени. В квесте могли принять участие дети от 7 лет. Так ребята разделились на несколько команд. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Расскажи про квест. Здесь 5 точек, мы делились на 4 команды, мы уже прошли 2 этапа и сейчас пойдем на 3-й. На первом задании были разбросаны цифры, и мы должны были по порядку их найти. Во втором задании нас раскручивали, и мы должны были пройти линию, не упав. Насколько тема космоса актуальна в 2021 году? Но я думаю, каждый хочет узнать, что там в космосе находится, какая круглая Земля, увидеть Солнце и разные планеты. Всего 4 станции, и на каждой из них участники квеста проявляли не только физические, но и интеллектуальные способности. На одной станции рассказывали, как космонавтов готовят к полету. Ну а после теории каждый мог покататься на самодельной центрифуге. Вы просто посмотрите, как прикольно раскручивают ребят, а ведь так каждый может повторить дома. А на другой станции объясняли суть работы космонавтов и наглядно показали, что космонавт помимо силы должен обладать и умом. Так что задачи тут были исключительно на логику. Тимофей, расскажи, чем полезен такой квест? Он дает представление о том, через что проходит космонавт. И это очень малая часть того, что они проходят, какой труд они преодолевают. Какие задания вы уже прошли с командой? Нас раскручивали на кресле, имитируя центрифугу. И мы должны были пройти по красной тонкой линии. Ну, и это была проверка нашего вестибулярного аппарата. А также мы отвечали на некоторые вопросы о космосе. Например, почему в космосе не горят спички. Организаторы квеста одеты в соответствующие к их станции костюмы. На одной станции они одеты в армейскую форму, а на другой в самый настоящий скафандр. В историческом парке «Россия. Моя история» в этом году будут регулярно проходить подобные мероприятия. Все-таки 60 лет с первого полета человека в космос. В этот же день помимо квеста прошел и космоквиз «Поехали». Это командная игра для детей от 14 лет по тематике космоса. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» учит нас новейшие истории в таком развлекательном и в то же время интеллектуальном формате. Учитесь играючи. Анна Рябова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.